Десятки специалистов, врачей по разным направлениям из ведущих российских медучреждений проводят приемы пациентов в Сухумской республиканской больнице в рамках второго медицинского форума. Это профессора кафедры общей и хирургической стоматологии, специалисты-академики, кандидаты медицинских наук в области травматологии, ортопедии, а также мануальные терапевты, нейрохирурги, акушеры, гинекологи, реабилитологи и другие врачи. Все это стало возможным благодаря активному сотрудничеству Минздравов Абхазии и России. Главы министерств здравоохранения двух государств Эдуард Будба и Михаил Мурашко пообщались с пациентами и врачами республиканской больницы, посетили кабинеты, в которых российскими медиками проводились приемы и консультации. Слева у нас мы планируем ему уже сделать воздушно-ветреное шунтирование, так как у него окклюзия воздушная, общевоздушная и наружно-воздушная. Это тоже атеросклеротическая. Ну еще курит. Ну, вы знаете, честно. Не знаю. Не знаю. Честно вам скажу. Не надо честно, бросай курить. Ну что, ходишь лечиться? Чуть-чуть. Спасибо. Обещаешь бросить? Обещаю. Министр здравоохранения Российской Федерации. У него до подколенной артерии, здесь у нас отек выраженный заболевание. А так у него более покой полностью рефлексирует. Мы уже проверяли. Да. В этом кабинете сегодня ведет прием российский торакальный хирург Владимир Паршин, специалист в области трансплантологии, регенеративной медицины и эндохирургии, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Доктор отмечает, что в республике необходимо развивать торакальную хирургию, точнее хирургию органов грудной клетки. Нам есть над чем работать, есть чем помогать республике. Я имею в виду области торакальной хирургии, потому что она достаточно специфична, высокотехнологично, требует таких мультидисциплинарных решений, потому что один торакальный хирург, он вряд ли сделает, так сказать, решит этот вопрос, эту проблему. Необходима команда. Команда заключается в нескольких специалистах. Это и анестезиология, реаниматология очень важно, потому что органы дыхания относятся к жизненно важным органам. Да? Сердечно-легочная реанимация, даже есть такой термин. Поэтому, конечно же, подготовка в этом плане должна быть, кроме хирургов, должна быть подготовленная команда, которая могла бы это сделать. Осмотры и консультации российские специалисты ввели в поликлиническом отделении больницы. Списки пациентов были представлены местными врачами. Врачи местные, зная своих пациентов, хронические, у кого заболевания и длительно находятся под наблюдением, собрали пациентов, которые нуждались в дополнительном обследовании и осмотре. В ходе посещения республиканской больницы Эдуард Будба и Михаил Мурашко осмотрели отделение сосудистой хирургии, кабинеты рентгенографии, палату интенсивной терапии в отделении кардиологии, которая заработала в прошлом году. По словам Эдуарда Будба, в нашей стране наблюдается рост кардиологических больных. Особенно тенденция получила развитие в постковидный период, поэтому назрела необходимость открытия палаты интенсивной терапии, специального отделения больницы, где пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают мониторинг, диагностику, лечение и наблюдение медицинского персонала круглосуточно. Было приобретено оборудование и лекарства. Кардиологическая служба республиканской больницы, она уже находится на довольно высоком уровне. Коллеги проводят тромболизис. Однако отделение кардиологии требует еще большего развития. В больнице необходим дорогостоящий аппарат-ангиограф для диагностики сосудов сердца, коронарографии. Также здесь не проводят стентирование. Для этих процедур, по словам абхазских медиков, из Абхазии в Россию отправляют от 300 до 350 человек в год, в то время как в лечении важна каждая минута. Эдуард Будба и Михаил Мурашко посетили операционные блоки, процедурные кабинеты, отделение эндоскопической и мини-инвазивной терапии и другие. А гистероскопию и лапароскопию в большой операционной? Ну, в операционном Здесь блоке. амбулаторная. Фиброгастроскопия здесь еще. Да. Колоноскопия. Колоно- и гастроскопия. Здесь же, да? Да.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко подчеркнул хорошие санитарные условия в медучреждении, а также отметил работу коллег и добавил, что есть необходимость развивать педиатрию и другие медицинские направления. Есть проблемы, которые нам необходимо решать, но в частности по детскому здравоохранению, по ряду вопросов хирургии. Часть вопросов касается, конечно же, и кадрового обеспечения в период наплыва туристов. Мы это ежегодно ставим в приоритет и направляем сюда специалистов. Вопросы эвакуации, поэтому сейчас мы на месте осмотрели все условия оказания медицинской помощи, обсудили ряд проблем. Ну и дальше будем делать определенную дорожную карту по реализации тех задач, которые необходимо решить для обеспечения качества, безопасности и доступности медицинской помощи. В этот период летний, также в период подъема потока туристического, также направим сюда специалистов для оказания медицинской помощи, потому что важно, чтобы система справлялась с таким количеством граждан, но и своевременно реагировала, в том числе по детскому населению, по детским специалистам в области педиатрии. На базе республиканской больницы уже в этом году в рамках инвестиционной программы планируется начало строительства детской больницы. В медучреждении будет 3 этажа и 65 койко-мест. Гугуца Вардания, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.